Главная цель созданной в 2022 году комиссии – всестороннее изучение вопроса повышения стоимости входных билетов в Новоафонскую пещеру и на территорию Рицинского реликтового парка, а также обсуждение проделанной работы. Руководитель Рицинского реликтового парка Адамур Богателя рассказал, что цена на входной билет не поднималась с 2014 года, а хозяйственных работ, необходимых для поддержания парка, очень много. Поэтому повышение стоимости билета, утвержденное в 2022 году, по его мнению, полностью оправдано. Наша деятельность вообще, она природоохранная. Природу надо охранять. Охранять бесплатно не получается. Тот же ГСМ, тоже обмундирование. У нас по обходам, по 7 лесничествам стоят дома-кордоны. Люди на круглосуточной основе дежурят. Помимо охранных функций, обслуживание природных памятников и всего комплекса сооружений, по словам Богателя, обходится недешево. Отдельной проблемой являются также природные катаклизмы и обвалы дорог. Всем бетонным конструкциям, сооружениям по дороге в виде подпорных стен им по 70-80 лет. Что и свидетельствует прошлогодний факт: обвал дороги с подпорной стеной на 8-м километре, хотя это не является территорией парка. Мы, как помню, Стелла Владимировна, потратили туда около 9 миллионов рублей. В прошлом году обвал дороги на 40-м километре вместе с подпорной стеной. Мы потратили туда 17 миллионов. Тут же на следующей неделе дальше обвал пошел по периметру озера. Сейчас конкретно занимаемся, в ближайший месяц мы должны это устранить. Адамур Богателя подчеркнул, что повышение цены на билет обосновано как многими проблемами, которые приходится решать, так и необходимостью развития парка, поддержания в надлежащем виде всех 9 тысяч квадратных километров. Также Богателя отметил, что посещаемость парка неуклонно растет, и повышение цены на билет на этом не отразилось. Для обеспечения безопасности туристов необходимо и техническое оснащение, например, снегоупорочные машины. Кроме того, нужно решать коммунальные проблемы. Благодаря приобретенной технике в 2021 году в зимний период парк принял свыше 40 тысяч посетителей. Главный бухгалтер заповедника Стелла Абгаджава также рассказала о распределении средств. 100 рублей идет в администрацию города Гудаута, 210 рублей идет в бюджет и в небюджетные фонды. По анализам прошлого года. 100-110 рублей уходит на благотворительные фонды. Вот тут и оборона, и все вместе. В распоряжении Рицинского парка остается 280 рублей от 700 рублей. И вот эти 280 рублей мы и зарплата, и ГСМ, и дороги, и подпорные. Заместитель директора Рицинского парка Энвер Лакирбая также детально рассказал о существующих проблемах организации работы и расходах парка. Он отметил, что проблем, которые требуют решения, много. При этом не все проекты, планировавшиеся в 2022 году, были реализованы. Одна из важных проблем в парке – это то, что у нас, значит, наши очистные сооружения не работают на должном уровне. И, к сожалению, с теми ресурсами, которые есть в парке, нам тяжело что-то сделать, что-то исправить. У нас с 2021 года были большие проблемы с дорогой. Сейчас, на данном этапе, и 2021 год, и 2022 год отремонтировано, сделан ямочный ремонт практически всей дороги. Проблем очень много, на самом деле. Это и проблемы набережных, и смотровых площадок, и всей прилегающей территории к озеру Рица. Представители Рицинского национального парка также отметили необходимость строительства многоуровневой парковки. По словам Энвера Лакирбая, существует и проблема с электроэнергией. Тариф на посещение Новоафонской пещеры также не менялся с 2014 года, а функционирование такого крупного туристического объекта требует больших затрат. Прежде всего мы ориентировались на что? Конечно же, и заработная плата имела значение, но самое главное – это наше сегодня техническое состояние, состояние Новоафонской пещеры. Мы, в принципе, принимаем из года в год почти одинаковое количество людей, предоставляем им свои услуги. Сходя из этого, подняв цену, мы можем только выиграть. Что касается местного населения, конечно, в законодательстве нет таких вопросов, учитывающих там с местных столько-то, там с отдыхающих столько-то, но мы стараемся всегда идти навстречу, и все это прекрасно знают. Хочу уверенно вас убедить в том, что наше местное население от увеличения цен не пострадало.
Руководитель объекта также отметил, что все последние годы инфраструктура пещеры работает на износ. Требуется замена старых рельсов, по которым туристы на поезде доезжают до входа в пещеру. И у нас есть и железнодорожная команда, у нас главный инженер, который реально в теме уже работает больше 40 лет. Так что проблем предостаточно. Наше здание уже обветшало, где-то есть осадка, где-то есть крены, есть заключение технической комиссии, которые мы не можем не замечать и не слышать, так как мы работаем с гостями, с туристами, многочисленное количество людей у нас постоянно. И вид должны привести в порядок и техническое состояние, прежде всего, которое должно отвечать уровню безопасности современному наших туристов. По словам Мирона Чалмаз, необходимых работ на Ваафонской пещере много. Повышение стоимости входного билета в действительности оправдано, ведь объект принимает громадное количество туристов каждый год, и техническое оснащение крайне важно. Также представители Новоафонской пещеры привели комиссии статистику посещения и отчет о доходах. На 30 тысяч человек мы обслужили в 2022 году, против 2021 меньше. И прибыль наша составила 103,5 миллиона. Это общая валовая. После уплаты всех налогов чистая прибыль у нас осталась 67 миллионов. Из этой чистой прибыли мы еще оказываем помощь. 30 на оборону, 10 Орчалу и оказываем помощь, конечно, физическим лицам. Это порядка 3,5 миллионов. Это физлица и юридические лица. Аида Маршаня рассказала, что на запланированные на 2023 год работы необходимо около 27 миллионов рублей. 19 миллионов уже анонсированы, осталось оплатить порядка 8 миллионов. Все работы планируется завершить к концу мая. Заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр подчеркнул, что на объекте обеспечивается полная безопасность. Штат охранников работает в летнее время в усиленном режиме. В завершении встречи депутаты поблагодарили представителей туристических объектов за объективную информацию, за помощь городам Абхазии, а также обороны безопасности. Участники рабочей группы также выразили готовность оказывать содействие в решении проблем. Рада Чачава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.